Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, хочу всех вас поблагодарить за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Мои дорогие, кто делает донаты, пожалуйста, не забывайте писать свои имена и имена своих близких, чтобы я могла заказывать за вас службы, молитвы во благо, в благодарность. Огромное вам всем спасибо еще раз. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Судьбоносные моменты вашего будущего. Чего совсем не ждете, но это обязательно случится. Если тема вам интересна, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Так и спросите. Какими же будут судьбоносные моменты моего будущего? Чего я совсем не жду, но это обязательно случится. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками и покажут нам будущее, покажут нам истину, покажут то, что сейчас от нас скрыто. Замечательно. Так, мои милые, смотрите. Самое важное, самое необычное из того, что вы совершенно не ждете. У кого-то это отъезд, какой-то скорый, быстрый, в один момент принято решение, либо так сложатся обстоятельства, что вы будете уезжать, отъезжать. Поездка идет, вот знаете, я не могу точно сказать, либо какая-то очень дальняя, в дальнее место, да, на большое расстояние вы уезжаете, переезжаете, либо это, как-то глобально, да, вот всей семьей, все вместе встали, вещички собрали, да, и уехали. Уехали в новое место, в новую жизнь, к новому существованию. Очень такой интересный будет переезд у вас, либо отъезд. Вы совсем не ждете, не готовитесь. Как-то, знаете, молниеносно, вот как молния, да, вот она вот на небе пробегает, вот и у вас будет такое решение, либо такая будет ситуация, когда нужно будет собраться и уехать. И у других людей отыграется наоборот, как будто бы вы приезжаете, да, откуда-то вы приезжаете к месту своего рождения, либо к месту, где вы ранее жили. То есть как будто бы вы возвращаетесь, идет возврат. Но и то, и другое, и та, и другая ситуация, они для вас очень полезны, очень хороши для вашего будущего. Я вижу, что будут здесь, конечно, мысли о том, стоит ли, нужно ли, возможно ли. Но как-то время, знаете, сжато будет идти. Вы не успеете там особо впасть в раздумья, либо передумать, либо отменить эту ситуацию вам по судьбе. То есть там, где вы сейчас находитесь, вы не останетесь. Вы либо уедете, либо вернетесь в какое-то вот свое место рождения, да, место начала пути вашего жизненного. Вот так у вас сложится. Дальше, мои дорогие. Здесь вот у меня выходит женщина, которая ждет кого-то, надеется на кого-то. Может быть, ждете мужчину, может быть, ждете каких-то родственников, может быть, детей ждете своих, да. Вы постоянно как будто бы, не в окно, да, утрированно, да, либо так визуально в окно выглядываете, да, поглядываете, когда же наконец-таки этот человек вернется. Вроде как обстоятельства все против, либо кто-то вообще думает, что человека этого в принципе уже нет на этом свете. Но я вам скажу такую вещь. Когда вы менее всего будете ждать, когда вы будете заняты каким-то новым делом, либо новый человек в вашей жизни появится, то есть вы будете вовлечены совершенно в другую ситуацию. Вот тогда ваш потерявшийся и найдется. Придет сам, придет и знаете, вот когда вы ждали, вы надеялись, вы там кучу слов там заготовили, представили себе, как это все произойдет. Но когда этот человек вернется, все пойдет по-другому, не по плану. Этот человек в самый неподходящий период, скажем так, времени, да, в вашей жизни он появится. А почему так случилось? Знаете, счастье, оно ведь притягивает как магнитом, да, притягивает и другие хорошие положительные ситуации. У вас какое-то двойное счастье идет, а может быть даже и тройное. Здесь у меня, кстати, идет еще и семья.
семья, у которой есть дитя. Вот видите, мужчина, вот она женщина, и вот он ребеночек идет, видите, маленький, крошечный. Это может быть в прямом смысле слова, что вам еще по судьбе и замуж пойти, и ребеночка родить. А кому-то, кстати, по судьбе, ну, просто ребеночек, видите, от мужчины идет, да, у него с мужчиной более связь выражена. Может быть, кто-то из вас встретит человека, у которого есть дети, и вам по судьбе придется стать мамой для ребенка, который, например, потерял родную мать. Для сироты вам придется стать мамой. Вот здесь именно идет формирование семьи. Причем, смотрите, вы как будто бы свободны, да, у вас как бы ничего не сдерживает, ничего у вас сзади нет. Ну, кроме желания любить, кроме желания быть счастливым человеком. А вот за мужчиной либо семья стоит, либо у него какой-то, скажем так, богатство есть, да, то есть какое-то имущество, да, серьезное такое. Не просто там квартира, машина, а там несколько квартир, там несколько машин, может быть, там он собственник там земли, да, либо вот за ним стоит какое-то материальное благо. То есть этот человек мало того, что он войдет в вашу жизнь, так он еще и принесет с собой очень серьезные материальные блага, которые с вами с удовольствием поделит, разделит с вами, да? Вот так вот у вас идет. Дальше, мои милые, кто у меня в треугольниках? Какой-то безнадежный треугольник, когда, ну, женщина, тут женщина, конечно, больше отыграется, да, женщина уже ни на что не надеется, да, то есть как бы, может быть, долго вы в этом треугольнике, может, много всего произошло, вы просто не надеетесь, считаете, что эти отношения, ну, они такие, мужчина пришел, мужчина ушел, может быть, раньше вы с ним вели разговоры, а теперь понимаете, что это абсолютно бесполезно. У вас, кстати, идет в течение 2-3 лет ситуация, когда этот человек, ну, полностью к вам переберется. У него что-то с его женой произойдет. То есть вплоть до того, что она его оставит, уйдет к другому мужчине, либо, может, в принципе, сама его выгонит, да, и тогда он придет к вам. То есть вы как будто бы дождетесь этого человека. И что хочу еще вам важного сказать по этой ситуации. Если вы действительно любите, если действительно хотите этого человека, тогда принимайте. Если вы сомневаетесь, если вы устали от этих его камбэков постоянных, тогда принимайте радикальное решение. Здесь вопрос открыт. По вашему этому будущему вопрос открыт. Вы будете решать. Но то, что его вот эта женщина, да, турнет, это точно. Это не будет его решение оставить семью и прийти к вам. Это именно идет по обстоятельствам. Да? То есть жена выгнала, либо развелась с ним. И вот он такой бедолашка идет к вам. Потому что вы добрая, потому что вы безотказная, потому что вы всегда ждете, всегда готовы его принять. То есть такой, ну, не хочу, конечно, обижать, и понятно, что вы любите этого человека, но я вижу, что он приспособленец, в прямом смысле этого слова. Он бы давно мог все порешать, но то ли слабоват, он, понимаете, вот, то ли действительно всегда ищет свою выгоду, да, удобно, да, ему главное, чтобы было удобно. Так, следующий момент. Момент касается работы, либо рабочих каких-то вопросов. Вот вы как хотите, но здесь у меня люди очень интересные, талантливые, многосторонние. Но есть большое но. Вы как-то очень скромно себя ведете, не проявляетесь. То есть у вас очень много хороших мыслей, хороших идей. У вас даже возможностей очень много. Но вы то ли побаиваетесь, то ли стесняетесь, то ли, может быть, в себе как-то крайне не уверены. Это вам очень сильно мешает. Вот я вижу человека, который сидит как будто бы в клетке. И, знаете, вот прутья этой клетки, они очень мягкие. Их можно вот так развести и выйти из этой клетки в мир, в огромный мир. А вам страшно. Вам просто страшно. Но это ситуация золотой клетки. Но в вашем случае она, ну, вовсе не золотая, да, вообще не золотая. Вот не сидите там. Вам в будущем встретится человек, который будет вам предлагать много всего для вас необычного и очень интересного. Вот если вы не побоитесь, если вы доверитесь этому человеку, то вы можете и бизнес открыть, и высокой должности добиться, и денежек много заработать. Тут главное победить свои страхи. У вас эта ситуация, вот она, видите, идет в левой стороне. Левая сторона, она такая фантазийная и туманная. То есть это как возможная перспектива. То есть она есть. Но она такая, знаете, 50 на 50. Все от вас будет зависеть.
от вашей смелости, от вашей решительности, от вашего желания жить и идти вперед и развиваться. Так, мои милые, еще важный момент касается какой-то встречи. Вам по судьбе идет встреча с очень коварным человеком, можно сказать, даже соблазнитель какой-то, да. У кого-то из девочек отыграется, что мужчина будет в прямом смысле соблазнять для того, чтобы добиться, я не знаю, вашего расположения, вашего тела. Может быть, даже будет зариться на какое-то ваше имущество. А у кого-то идет наоборот, что человек будет пытаться отобрать у вас все то, что у вас есть, да? Может быть, там развести на деньги, может быть, обокрасть, да, вот какой-то, лихой человек. Вам по-любому с ним придется встретиться, вам его не обойти, он перекресток делает вашу жизнь и вашу судьбу. Значит, смотрите, вы, во-первых, все будете про него чувствовать и понимать, либо вам кто-то про этого человека расскажет, вот как есть расскажет, что так и так, вот такой вот человек, там слухи, да, там сплетни, вы о нем услышите. Но у вас есть какая-то черта характера, либо вашей личности, когда вы, людей, знаете, как бы наделяете какими-то качествами, которыми они не обладают. То есть вы очень чувствительный человек, очень трогательный и очень легковерный, что ли, да, вот только не обижайтесь. Я вижу, что этому человеку будет очень легко втереться в ваше доверие, несмотря на то, что вы просто, я не знаю, там на горячем его поймаете, за руку возьмете. Все равно вот как-то будет на вас очень сильно влиять. Поэтому вам идет предупреждение, чтобы вы по возможности, если чувствуете, либо если вас кто-то предостерегает, прислушайтесь к тому другому человеку, либо прислушайтесь к своим внутренним ощущениям, к своей интуиции. Но если вы уже попадете в эту ситуацию, то знайте, что вам это было по судьбе, что вам нужно было пройти этот кармический урок. Урок разочарования. Да, это, конечно, грустно, и да, никто этого не хочет, но вот идет у вас такая ситуация. У кого-то прям на все 100 отыграется, а у кого-то, знаете, частично, да, но все равно какие-то негативные эмоции могут быть. Дальше, мои милые, по здоровью. Опять же, негативное предсказание, но я говорю то, что я вижу. У многих из вас могут быть обострения. Обострение, может быть, хронические заболевания, может быть, какие-то вот болячки, да, могут приставать к вам. Но опять же таки, здесь тоже идет ситуация кармического урока, потому что вы о себе вообще не заботитесь. Либо это делаете из рук вон плохо. Вы можете заботиться о своих близких, о своих друзьях, я не знаю, там, о кошках и собаках на улице, да, о сирых и убогих. Но на себя вам времени совершенно не остается. Как-то, вы знаете, вот что-то болит, выпью там обезболивающее, посижу, полежу, оно само пройдет. То есть здесь именно халатное отношение. Плюс еще у многих из вас отыграется как злоупотребление какими-то вещами, которые для вас токсичны. То есть кто-то, может, любит сладкое, да, кто-то любит, не знаю, там жареное, какие-то вкусняшки, вредняшки. Кто-то себе прям сверх нормы позволяет. Да? Человек может говорить, что один раз живем, вот что мне суждено, то я и переживу. Но это ошибочное мнение. В данном случае вы сами проецируете свое будущее. То есть от того, что вы делаете здесь и сейчас, либо то, что вы делаете здесь и сейчас, отыграется вам в будущем. Поэтому кому-то прям придется столкнуться с тем, что поневоле, через силу вам придется отказаться от того, что вас губит, в прямом смысле этого слова. У многих переменится отношение к еде, отношение к своему здоровью. Здесь люди из, например, каких-то там злостных нарушителей режима питания и отдыха превратятся просто в гуру жоза и там какого-нибудь правильного распорядка дня, да, там медитации и прочего. То есть это у вас тоже в судьбе прописано. Вот вы сейчас сидите, может, кушаете какой-нибудь бутербродик, да, с икрой, либо с какой-нибудь колбаской вкусной, сырокопченой, может быть, тортик кушаете, да, что-то вкусненькое, и думаете, да, ничего страшного, да, один раз можно. От одного кусочка ничего плохого не будет. Вот, но судьба, знаете, так повернет, так вас, знаете, как за руку возьмет, что вам придется отказаться от этого всего, и со временем вы вольетесь, со временем вы
поймете, насколько это хорошо, насколько вы чувствуете себя свободным человеком, тело легкое, вы не ходите, а летаете, вы вольетесь, еще станете вот прям таким, ну, действительно, как, может, других будете обучать, да, вот, с правильному питанию, либо правильному распорядку дня. То есть у вас такая ситуация отыграется обязательно. Именно так вывернет ваша жизнь. Дальше, мои милые, кто сейчас у меня в семье? Вот кто-то у меня в семье, вот люди очень сильно ругаются. Либо ругаются, либо вообще вот ругаются друг на друга молча. То есть очень много претензий скопилось, как у женщины, так и у мужчины. У всех есть претензии, у всех есть недовольство. Люди на грани, просто на грани развода. Кто-то, может быть, вообще в принципе развелся, но продолжает жить вместе. Вы очень много друг друга вините. Здесь претензий, я не знаю, на несколько жизней хватит. Основная причина — это, скорее всего, материальное. Материальное положение, деньги, негде жить, может быть, плохо живете, да. То есть очень много именно материальных претензий идет. Что я хочу вам сказать? У вас, ну как, в семье, наверное, может быть, среди родственников будет какая-то острая ситуация. Ситуация, когда людям придется объединяться, когда людям придется договариваться и когда придется действовать в 4 руки. С чем будет связана эта ситуация, я не могу сказать. Я этого не вижу в песке, но вижу, что вам придется, видите, вы сплетаете руки, вам придется за что-то либо за кого-то побороться. Вот именно побороться. И в тот момент ваша судьба решится. В тот момент вы поймете, что ближе и надежнее друга, товарища, любимого, чем тот, кто рядом, нет. И вы поймете, и мужчина поймет. И после этого ваши отношения нормализуются. Вот как бы сложно вам ни приходилось сейчас, вам все равно идти эту дорогу жизни вместе, рука об руку. И если вы думаете, что не сегодня, а завтра мы разведемся, разбежимся, разъедемся, нет. Вы будете вместе. Ваш брак кармический, и вам по судьбе идти рука об руку всю оставшуюся жизнь. Качество вашей дороги, вот что главное. До сегодняшнего дня, допустим, да, вы там с кочки на кочку прыгали, но благодаря достаточно серьезной ситуации, либо обстоятельствам таким вот прям, которые мобилизуют, вам придется объединиться, соединиться и уже другими глазами посмотреть друг на друга. Так, мои милые, у кого-то идет поздний брак. Поздний брак. Кто-то уже думает, да нет, какие там мужья, жены, зачем оно мне надо? Не хочу, не буду, мне там внуки и прочее. Нет, будет брак, причем очень такой, знаете, тут и расчет, и любовь, такой прям комбо, очень удачный брак. Знаете, как повезло, да, подфартило. Вот такой брак идет. Причем повезет как и вам, так и вашему партнеру. Здесь еще несколько прекрасных моментов у вас отыграется, связанных вот именно с браком, с семьей. Такое ощущение, что вы будете жить и наслаждаться жизнью. У вас рядом будет любимый, надежный друг, вот так можно сказать. И этот человек вам раскроет какие-то доселе от вас скрытые возможности. Возможно, вы будете очень много путешествовать. Возможно, вы чем-то новым начнете увлекаться. Возможно, даже чему-то будете обучаться. Вас ждет впереди очень интересная жизнь. Все очень прекрасно у вас сложится. Так, и еще последний момент касается способностей. Вот у меня здесь на этот песок зашло очень много способных людей. Способности ваши разноплановые. У кого-то способности, я не знаю, там в артистизме, может быть, там в поэзии, может быть, вы поете прекрасно, может быть, вы прирожденный эзотерик, да, ясновидец. Но вы пока об этом вообще не знаете. Буквально несколько, может быть, месяцев, а может быть, пару лет пройдет, и вас судьба просто заставит обнажить ваши таланты. Каким образом, я не могу сказать. Но я вижу, что человек достает из кармана свою звезду. То есть вам придется явить миру свои таланты. Это будет самое лучшее время, самый лучший период в вашей жизни. Мои дорогие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.